скажу, что доход у меня за 2014 год составил 3 миллиона 100 тысяч. Это тот доход, который получаю я в прокуратуре. То есть мое месячное содержание составляло больше, около 200 тысяч рублей. То есть посчитайте, это я не беру те премии, соответственно, экономии, которые возникают. То есть это тот доход, который я получал от государства, и учитывая, что просто должно быть понимание, что мы люди живем в районах крайнего севера, и у нас, соответственно, коэффициент, который к окладу идет и ко всем надбавкам, он 2,1. То есть фактически ту зарплату, которую получают здесь, фактически умножаете в 2,1%, и вы получите ту зарплату, которая складывалась у меня, соответственно, работа в органах прокуратуры. Я прекрасно понимаю, потому что этот же вопрос мне был задан и в администрации области, да, когда понятно, что задают вопросы и говорят, что вы понимаете, что вы практически в 3 раза уходите на работу, которая более чем в 3 раза будет менее оплачиваема, да, и, соответственно, ваши внутренние движущие силы хотелось бы понять, да. Но я еще раз повторюсь, что в органах прокуратуры, по большому счету, я понял, что мое движение, оно было связано только по горизонтальной линии. То есть вот эта ротация, в лучшем случае я должен был идти после прохождения этой ротации на должность прокурора Князь-Шпаговского района. То есть это, в принципе, да, горизонтальное передвижение. Перед собой, знаете, все-таки замечая за собой стремление к здоровому карьеризму, да, я понимаю, что вот эта должность, она как раз и явилась, наверное, может быть, какой-то отправной точкой для последующего моего перемещения. Я всегда расценивал и придерживался той точки зрения, что неважно, сколько ты получаешь, сколько ты тратишь. До последнего времени я просто могу сказать, что у себя дома, несмотря на такие доходы, личная машина у меня была УАЗ, санитар. То есть я на ней ездил, поэтому я этого не скрываю. И я С другой стороны, я все свои деньги и сбережения вкладывал в недвижимость, поскольку всегда расценивал, что я должен сделать определенную какую-то базу именно для своих детей. Поэтому, опять же, все зависит от куда ты акцентируешь свои траты. Я считаю, что я еще скажу, что я заработал в том числе северную пенсию, поэтому помимо той зарплаты, которую я буду получать здесь на должности, у меня еще будет начисление, соответственно, пенсии, которая по прикидкам бухгалтерии и прокуратуры республики будет составлять 25 тысяч рублей. То есть я сопоставил все эти данные и, соответственно, понял, что мне этих денег будет достаточно для того, чтобы нормально жить, и учитывая, что, по сути дела, была обеспечена и материальная основа моего пребывания со стороны губернатора области, в частности, предоставление служебного жилья, по большому счету, все меня устраивает в плане материальном, поэтому еще раз повторюсь, что я и применительно к себе, и применительно ко всем своим подчиненным работникам, то ли это были работники прокуратуры, то ли нынешнего департамента, я еще раз хочу во всеуслышание объявить, что если вы поступаете на службу государства, то, соответственно, ваша работа должна быть исключительно нацелена на интересы государства. Никакого совмещения личных интересов с интересами государственной службы не должно быть.